2021 год – знаменательный год для семьи Игнатьевых из поселка Хандыга Тамбонского района. Исполняется 200 лет, как предки из Курской губернии ступили на Северную землю. Так открылась якутская страница жизни Игнатьевых. А в 2022 году уже 6-е поколение Игнатьевых, супруги Юрий Николаевич и Валентина Степановна, отметят золотую свадьбу. Оба они известные люди в Тамбонском районе. Она – почетный работник образования Российской Федерации, заслуженный работник образования и отличник образования Республики Саха-Якутия, почетный ветеран труда образования республики. Он – заслуженный работник транспорта Республики Саха-Якутия, почетный работник дорожного хозяйства, а в последние годы более известный как писатель Юрий Вьетангия. Оба – почетные граждане поселка Хандыга. Вот. Деда я уже своего видел, прадеда, конечно, нет, прапрадеда тем более. Мои родители, отец родился тоже в городе Якутске, а мама, она иркутянка, сибирячка, с Киринска, с верховья Лены. Во время войны были моряками. Была такая шхуна «Пионер», которую отобрали у американцев пограничники в 30-х годах. Вот отец мой там ходил судовым механиком, а мать была повариха и радистка. Шхуна была красного дерева, очень прочная, такая мощная, что однажды 19-бальный шторм, уже вот в период войны, когда утонул огромный морской пароход, они выстояли. И пришли, когда тишина была на пирсе в Тиксе, но все считали их уже погибшими, что какое-то маленькое суденышко. Вот. Но это была, конечно, очень тяжелая история, родители рассказывают. Вот после этого они где-то году, по-моему, в 46-м, сразу после войны, переехали в поселок Алахьюнь, где я родился в 47 году. Поселок Алахьюнь Усть-Майского района славился как центр золотодобычи. К сожалению, в середине 2000-х был закрыт. В послевоенные годы жизнь в прииске была трудной, завоз продуктов ограниченный. Не бедствовали разве что старатели. Хорошо жили те, кто только золото старатели добывали. И вот у нас сосед был старатель, благодаря его они говорят, что я выжил, когда родился. Он помогал, немножко давал золото, они сдавали золотоскупку, покупали сухое молоко и прочее. Потому что цены, говорят, были дикие. У отца была зарплата 650 рублей, теми сталинскими большими деньгами. Вот. А булка хлеба стоила 1500. А переехав в Альдикан, они себе маленький домишко построили, где вот мое детство все прошло. Отец также работал механиком, мать не работала. Потому что у нее с работой всегда были трудности. Их в 32-м или 3-м году раскулачили. Вот. И, в общем-то, она была на учете в органах НКВД, и где только устроиться, особенно радистской. Через какое-то время ее вызывают, даже через полгода и на год, и говорят: ты что, хочешь данные за границу капиталистам передавать? Ты такая-сякая, уходи. От этого она всю жизнь, конечно, страдала, и уже перед смертью мне рассказала. Не в том плане, что обида на советскую власть, а просто вот что обидно было, что причем тут я, тем более, что ихнюю семью через 4 года реабилитировали полностью. Мы все разбежались по Советскому Союзу, кто-то погиб, кто-то умер от голода, кто-то погиб в шахте, один из братьев. Вот. И, естественно, она больше в Сибирь не вернулась, и вот связала свою судьбу с моим отцом. В 1955 году отец семейства Николай Данилович переехал в поселок Хандыга, а через полгода перевез и семью, жену Анну Васильевну с дочкой и сыном. Тогда в поселке жилось неспокойно. Только была ликвидирована лагерная система Дальстрой НКВД СССР. Сегодня Юрий Николаевич Игнатьев – один из тех немногих оставшихся старожилов поселка, который застал ту еще почти лагерную Хандыгу. В те годы стояли склады, лагерь, жилье для солдат и офицеров. В современной Хандыге из дальстроевских построек ничего не сохранилось, разве что карцер, о котором мало кто знает из нынешнего поколения. Тогда все было живое, вплоть до того, что погоны, лыжи,
спецодежда, ботинки, все это тут кучами лежало, от зэков осталось. Их еще много осталось. Многих не выпускали тогда, вообще было без права выезда. Ну, типа это обычно были, как говорили раньше, буржуазные националисты. Литовцы, бандеровцы, эстонцы. Ну, вот из этой категории, которых не выпускали. Немцы мало, но были тоже. Бывшие эсэсовцы. Их тоже не сразу на родину отпускали. Вот здесь я закончил сначала начальную школу, которая была в районе автобазы. И здание сейчас сохранилось, там токарная мастерская. Потом среднюю школу. Тогда вся Хандыга еще располагалась в районе Больничного ручья. Семья Игнатьевых после переезда проживала у родственников по улице Зеленая. Средняя школа находилась, где теперь стоит здание военкомата. Учились и поселковые, и интернатские дети. Интернат располагался за мостом. Ну, учились мы в очень большом классе, где-то нас было аж за 30 человек. Я, например, из Сайдов ездила и училась, но жила в интернате. А он хандыгский, с родителями жил. Но мы с ним были в очень хороших отношениях. Всегда он мне помогал, чем-то всегда угощал. Мальчик добрый, такой красивенький. Он, на мой взгляд, отличался от других мальчиков. Серьезный. Очень видно было, что он очень много читает. Мы очень частенько встречались в библиотеке. Ну и, мне кажется, ему очень нравились уроки русский язык, история особенно. И он очень хорошо учился. Была у меня фотография хорошистов. И вот там и он, и я были. Вот я не нашла, к сожалению, фотографии. Как бы ни было трудно старшим Игнатьевым, они дали своим детям достойное образование. Старшая дочь Лилия Николаевна всю свою жизнь трудилась в Министерстве коммунального хозяйства республики, последние 20 лет заместителем министра. Младший сын Юрий Николаевич поступил в Иркутский сельскохозяйственный институт, после окончания которого работал ассистентом кафедры политической экономии. Но каждый год приезжал на родину. В городе Якутске он и встретил свою судьбу, красавицу Валентину. Она родом из села Исид-Орджоникидзевского, ныне Хангаласского района. Выпускница Якутского педагогического училища, трудилась учителем начальных классов в городской школе номер 15. У меня училась его племянница. И было родительское собрание, и он пришел на это собрание. Но, во-первых, он сначала увидел фотографию, где мы сфотографировались всем классом. И он спросил свою сестру, кто это, что это за человек. Ну, она говорит, я рассказала, что это наша учительница, работает в Алёнином классе. И вот он пришел на меня посмотреть, со мной познакомиться. И после собрания остался, мы поговорили, и он стал заходить в школу. Так мы познакомились и продолжали общаться. И, конечно, он мне понравился, он был очень внимательный, он даже согласился помочь в ремонте класса. Это был конец учебного года, и он приходил, помогал ремонтировать класс, в котором училась его племянница. Молодые поженились в 1972 году в городе Якутске. Там же через год родился первенец Виктор. Но через 3 года семья, к радости старших Игнатьевых, вернулась в Якутию, в родной поселок Хандыгу. А послужила тому неожиданная встреча. Приехал в отпуске, здесь вот на Амге, отдыхая, рыбача. Случайно проходят мимо полуглистер, раньше были они. Вот, в райкоме партии был. Едут 2 человека, один знакомый, Куприянов Анатолий Степанович, мы в одном доме жили на Парижском, у него здесь двухэтажки, одном подъездном. С ним еще мужчина, саха, невысокого роста такой, ну, как бы более суровый немножко. Куприянов вышел: о, Юра, ты чего тут рыбачишь, значит? А я говорю: да, у нас полглиссер сломался, мы чайку у тебя попьем. Конечно. Я говорю: что это за мужчина? О, это Егор Дмитриевич, это первый секретарь Кычкин.
района. Я говорю, ну пусть подходит, обязательно, сейчас чаем напоил их, сидим. Мы потом, когда разговаривали, он мне говорит, Юра, ты что там штаны протираешь? Я говорю, я не протираю штаны, я работаю преподавателем. Вот. Я говорю, сдал уже кандидатский минимум, я занимаюсь, готовлю, в общем-то, готовлю в аспирантуру. Завкафедре должен был получить профессора, доктора наук. И он говорит, ты у меня останешься, я тебя буду готовить на защиту диссертации. Работал потихонечку уже, тема была определенная. А Егор Дмитриевич говорит, нет, ты хандекский, я хорошо знаю твоих родителей, они на хорошем счету, отца хорошо твоего знаю. Давай приезжай, надо поднимать район. У района большие перспективы, туда-сюда. Ну, я говорю, ну, я не знаю. Жена у тебя откуда? Я говорю, жена у меня Исицкая с Леной тоже, Орджоникидзевский район тогда был. Он говорит, приезжайте. Как позже оказалось, первый секретарь Тампонского райкома КПСС Егор Дмитриевич Кычкин был настроен весьма серьезно. Через некоторое время в институт пришла телеграмма. Якутский обком партии вызывал Юрия Николаевича Игнатьева на работу в Тампонский район. В Хандыке Юрий Николаевич начал работу госинспектором по закупкам и качеству сельхозпродукции по Ямиконскому и Тампонскому районам. Через 4 года, в 1979-м, назначен начальником центральной базы Орса Хандыга «Уголь». Юрия Николаевича дважды избирали заместителем председателя Тампонского райисполкома народных депутатов. В 90-е при смене названий был первым заместителем главы Тампонского района, управ делами администрации. С особой теплотой вспоминает Юрий Николаевич и работу в крупном торговом предприятии «Хандекснаб». Директором он был почти до его ликвидации. Работа пришлась и в пору расцвета родного района, и в самые трудные периоды перестройки. Но самые интересные, конечно, годы работы и прочее мне нравилось, когда район возглавлял Егор Дмитриевич. Председатель был от райисполкома Куприянов, Слизь Иван Дмитриевич, потом Ольга Иннокентьевна Алексеева. Очень сильные личности, работать было интересно, потому что у них было чему научиться. Они были такие опытные, проницательные, я бы сказал, даже очень такие человечные люди. Они очень много внимания уделяли селу, тогда его подъем пошел и Мегин Алдана, и Кресхальжая, совхозы, Тампонский совхоз стал развиваться. Мы работали много, я отвечал в основном за завоз топлива, продовольствия в район, за торговлю, за бытовое обслуживание, за народное образование, за медицину. В общем, кроме капитального строительства и геологии, которые вел сам председатель исполкома, я отвечал за все. ЖКХ и прочее было мое. Должен сказать, не хвастаясь, что, в общем-то, я считаю, я справлялся, потому что практически я 20 лет отработал на этой работе. Вырос до первого зама главы района. Валентина Степановна Игнатьева трудится в Хандекской средней школе вот уже 45 лет, с тех пор, как в 1975 году вернулась с мужем в Якутию. Из них 32 года работала заместителем директора по учебно-воспитательной работе начальных классов. А с нового учебного 2020 года решила уйти с этой должности и продолжила работу учителем начальных классов в коррекционном классе. Педагогический стаж Валентины Степановны, которая выучила и воспитала не одно поколение юных хандыкчан, составляет 54 года. В поселке Хандыга у Игнатьевых с разницей в 10 лет родился второй сын Николай. Старший Виктор окончил Иркутский политехнический институт по специальности инженер-строитель. Долгое время работал в селе Теплый Ключ, возглавлял Обердор Колыма. Сейчас первый заместитель генерального директора ГКУ Управления автодорог Республики Саха-Якутия. Николай окончил юридический факультет, работает помощником прокурора Тампонского района. Воспитанные в атмосфере любви, взаимного уважения, они выросли достойными людьми. Родители научили их главному – не забывать о своих корнях и помогать людям. С моей точки зрения, отец всегда в семье был главным, опорой, добытчиком. Мама была, скажем так, хранительницей очага. Всегда очень вкусно готовила. Всегда дома было чисто, убрано, у нас всегда была чистая, опрятная одежда. Папа больше всегда, конечно, работал, в основном он допоздна пропадал на работе, основное время проводили с мамой. Но по выходным папа с нами тоже проводил время. Мы с ним играли, читали книги. Папа очень много любил читать, и до сих пор любит читать, у нас большая библиотека дома.
В детской даже 2 комнаты, точнее 2 стенки в комнате, не заставлены полностью книгами. Вот, наверное, от папы я люблю читать. Тоже практически все свободное время уделяю чтению. Также, помимо меня, есть еще старший брат. Его тоже вырастили достойным человеком. У нас разница с ним 10 лет. Вот, то есть, если мне сейчас 37, то ему уже 47. Время абсолютно пролетело незаметно. Вот. И отец всегда учил нас быть честными, открытыми и помогать людям, то есть, когда они в этом нуждаются. Ну, к примеру, если машина где-то на дороге сломалась, он всегда учил, что нельзя проезжать мимо, надо всегда остановиться, спросить, может быть, людям нужна помощь, там, довести или помочь отремонтировать машину. Отец у меня очень достойный человек, вот, и я испытываю только очень теплые чувства, что к нему, что к маме. Вот, они у меня замечательные. Несмотря на то, что Юрий Николаевич Игнатьев всю свою жизнь был очень занятым человеком, всегда находил время и для журналистской работы. Он член Союза журналистов России. К писательской деятельности его подтолкнул коллега, первый секретарь райкома партии, а по призванию журналист Валерий Качаев. Так с его легкой руки Юрий Николаевич начал сотрудничать с разными журналами. Его рассказы под псевдонимом Юрий Вьетанге публикуются в российских и республиканских журналах «Полярная звезда», «Охота и рыбалка», «Полярные авиалинии», «Баянай», «Охота и охотничье хозяйство». А когда вышел на заслуженный отдых, то вплотную занялся писательской деятельностью. Юрий Николаевич свое увлечение передал младшему сыну. Николай тоже пишет небольшие рассказы и также имеет своих читателей. Я и раньше немножко так писал для себя моменты жизни. Потом их обкрутил, издал одну книжку. Сейчас вот готова вторая. Ну, надеюсь, что дорожники частично где-то что-то поможет. Плюс мои небольшие накопления. Я ее издам. А в голове уже и третья готова. Вот, то есть материала очень много. Только надо издавать, издавать. Моменты все жизненные, я ничего никогда не придумал. Все, что взято. Там есть и о бывших заключенных, о тех, кто их охранял, рассказы тоже есть. И в той книжке будут тоже немного, но есть, потому что у меня здесь был один хороший знакомый, Виктор Николаевич Костенко. Он как раз был командир взвода, который ловил беглых заключенных. Вот. И он мне очень много интересных таких историй рассказывал, о которых, ну, я иногда даже сомневаюсь, знаю, что это правда, и люди должны знать, народ, но настолько это тяжелые моменты, что я вот еще не решился писать о них или не писать. Вот здесь был женский лагерь в Бордо, и он мне рассказывал, какие нравы были, как там эти бедные женщины жили, как на Малиновке был женский лагерь. Это особо тяжело. Потом я много с сыном, когда он был начальником управления дороги Колыма, ездил очень часто, в год 2-3 раза, наверное, в Магадан. По дороге кругом интересовался у старожилов, как вот это там было. И мне больше всего, там забыл поселок, как называется, как раз есть новый мост дали на Колыме, через Колыму. А старый мост, оказывается, строили дети заключенные. И мне одна женщина, которая там, когда было открыть, отошла в сторонку и тихонько плакала, даже сегодня у меня слезы наворачиваются, она показала сопку вдалеке и сказала, если есть возможность, вы подъедьте, посмотрите. И вы увидите, сколько там похоронено людей. Я говорю, да тут кругом на каждом километре люди. Она говорит, там дети. Вот этот мост старый, его обломок там оставили, как памятник. Вот он построил, говорит, практически детский. Я говорю, так детей вроде сидели дети, говорит. Оказывается, до 12 лет, кто старше, вернее, 19, даже и до 12 включительно, садили. Особенно кто по политическим статьям и так далее, детей сюда, сюда, сюда. И вот там, говорит, их столько погибло. Это такие моменты тоже. Сил хватит, здоровья, я об этом постараюсь написать. В журнале «Баянай» районной библиотеки мне очень часто попадались рассказы какого-то корейца Вио Тан Ги. И я очень удивлялся, что какой-то кореец знает про наши горы, Алдан, Хандугу восточную, западную Хандугу. И потом выяснилось, что это Юрий Николаевич. Да. И тут имеет свою историю. Он якутянин в 6-м поколении.
родился в Усмане, он в детстве играл с мальчиком корейца. И на память о своем детстве взял такой псевдоним. Так, и что в этой книге удивляет, что очень хорошо написана природа, люди, с которыми он вместе охотился, мы всех их знаем. Доктор это Владимир Малашевич, он у нас работал хирургом, заместителем главного врача. Капитан это Иван Петрович Дегтярев, самый лучший капитан Ленинского проходства. И другие герои, там охотовед, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, Виктор Николаевич Костенко. Так, там еще про Николая Петровича Медведева есть. И про горы, про смену природы, и как звери там, как они охотились. Например, верхом ездили на лоси, и как одним выстрелом добыли 2 лосей. Очень интересная такая книга, и Юрий Николаевич обещал еще. Вот так интересно, увлеченно живут наши герои. Валентина Степановна показывает собственные картины из бисера удивительной красоты. Природа во все времена года, все то, что нравится супругу, но в другом женском проявлении. Я к его увлечениям отношусь положительно. Я никогда не препятствовала чему-то. Охота, да, это самое, рыбалка, да. Пишет он книги, да. И даже мы вот с моей сестрой Ларисой подсказываем иногда сюжеты. Мы же прожили вместе, и после приезда с охоты он рассказывал, как у них прошла охота, что было интересного. И вот сейчас, когда он пишет, мы подсказываем ему сюжеты. А про это ты написал? Да, не написал. И пишет следующий рассказ. И поэтому то, что он делает, и почему я буду ему препятствовать? То, что я вот увлекаюсь чем, он тоже мне не препятствует. Я последнее время увлеклась вышивкой бисера. И мне нравится, и я с удовольствием это делаю. И он мне ни разу не сказал, зачем ты это делаешь. Ну, я думаю, что люди должны походить друг на друга. То есть говорят же, что противоположности притягиваются. На самом деле это неправда. То есть если люди походят друг на друга, у них есть общие интересы, они уважают друг друга, то, соответственно, они могут прожить и 50, и 60, и больше лет вместе. Поэтому они по характеру, я думаю, похожи. И им интересно друг с другом, они уважают друг друга. Поэтому они вместе до сих пор. Будущий год для четы Игнатьевых юбилейный. Они отметят 50 лет супружеской жизни. Самая большая радость и гордость – это сыновья Виктор и Николай и 4 внуков – Александр, Ольга, Савелий и Витюжа. Говорят, семейная жизнь – это большой труд. Это действительно так. И чтобы сохранить семью, надо понимать друг друга, уступать друг другу, уважать друг друга. Без этого, конечно, семейная жизнь не получается. Мудрые родители стали мудрыми свекром и свекровью, самыми лучшими дедушкой и бабушкой. Моего мужа стала и моей семьей. Валентина Степановна и Юрий Николаевич, я называю их мамой, папой. Всегда мы очень дружим, общаемся. Они заботятся о младшем внуке, заботятся обо всех, но больше всех, конечно, самый маленький вызывает у всех любовь. И играет с ним, с дедушкой очень любит он играть, в догонялки, в прятки. Но я в этой семье уже 9 лет, и семья стала мне родной. Делимся с мамой секретами и можем поговорить обо всем по душам. Старшие Игнатьевы рады, что младший сын Николай с невесткой Надеждой живут с ними в одном поселке. Юрий Николаевич и Валентина Степановна Игнатьевы – счастливые люди, рядом дети. На глазах бабушки и дедушки растут внуки. Я хочу, чтобы моя бабушка и дедушка не болели. И еще они готовили. Поднимается достойная смена – 8-е поколение Игнатьевых.